Всем здравствуйте, я Хисамудинов Салават Гафарович, разработчик биополимерной ранозаживляющей пасты Скиндемпер. Представляю вам рекомендацию по применению пасты при кожном заболевании псориаз. Псориаз является хроническим аутоиммунным заболеванием с образованием на коже серебристых бляшек. Сам механизм заболевания связан с нарушением деления клеток кожи. В норме рождение новой клетки кератиноцитов в базальном слое и подъем ее на поверхность кожи для обновления эпидермиса занимает 3-4 недели. А при псориазе обновление такой клетки проходит в среднем за 4 дня. И так как кожа не может быстро удалить предыдущие старые клетки, происходит наслоение таких клеток в виде уплотнения и чешуек. И возникновение вот таких псориатических бляшек вызывает реакцию иммунной системы, которая сопровождается потом покраснением и зудом. И при обнаружении таких вот высыпаний, таких симптомов, необходимо в первую очередь, конечно, обратиться к врачу-дерматологу. А по применению биополимерной ранозаживляющей пасты можно сказать следующее. Пасту необходимо применять как в комплексе системной терапии, так и в отдельности, в основном для поддержания на коже, увлажнения и размягчения бляшек, снятия зуда и шелушения. Паста наносится на пораженные участки при воспалительной реакции прогрессирующего стадии. Наносят в течение суток до 5-6 раз. В стационарной стадии до 2-3 раз в сутки. В регрессирующей 1 раз в сутки. Наносят постоянно на места возможного обострения и возникновения псориаза. При сибарейном псориазе кожи головы пасту втирают на увлажненные поражающие участки корня волос. Наше предложение на ночь втирать и во время сна надевать или платки, или тканевые шапочки. На утро смывать, мыть голову, смывать обильно горячей водой, шампунью до 5-7 раз. Смывается трудно в первые разы, затем все лучше. Но волосы потом становятся хрустящими, свежими, чистыми. Данная биополимерная паста выпускается в пластиковых банках объемом 50 и 200 мл марки «Стандарт» и «Солдат». Марка «Стандарт» в пастообразном состоянии имеет цвет под кожу. Сама баночка в черном цвете олицетворяет цвет бурого угля, из которого применяются начальные ингредиенты для производства биополимерной пасты. Логотип латинской «СК» означает слово «скиндемпер», что в переводе переводится «воздействие и амортизация на кожу». И второй логотип по Хисамудинову означает состав и технологию нашего изобретения. Применяем на этикетках для предотвращения возможных подделок. Рекомендации по применению пасты следующие. Хорошие результаты имеем по заживлению диабетической язвы у больных с сахарным диабетом. При диабете уровень сахара в крови все время находится выше нормы. И от этого в первую очередь страдают кровеносные сосуды и нервные окончания нижней конечности. Это в основном голень, стопы. На фоне снижения чувствительности болезни даже незначительные травмы, такие как ушибы, трещины, мозоли, часто приводят к гнойным хроническим ранам и незаживающим язвам. И при несвоевременном лечении таких язв велик риск ампутации таких конечностей. При применении биополимерной пасты на поверхности ран и язв снижается статическое напряжение, сахар и образуется защитная полимерная пленка с лечебными компонентами, что кратно увеличивает, конечно, заживление таких диабетических язв. При лечении тяжелых и осложненных ран, диабетических язв, необходимо вначале в пасту добавить инсулин дневного или ночного применения. Соотношение на 1 грамм пасты
размешать 1 каплю инсулина. Если язва гнойная, мокнущая, то необходимо пасту изначально намазать на бинтовую накладку. Эта накладка складывается, бинт складывается в 4 раза и отрезается. И затем такая накладка с пастой накладывается на рану и перебинтовывается на сутки. Через сутки снять бинты, обработать язву антисептиком любым, например, перекисью водорода, и смазать края раны зеленкой. И оставить на просушку 1-3 часа, не более, после первых суток. А далее уже повторить следующее, от 2-5 суток, и с увеличением времени просушки на 1 час до 5-10 часов после 5 суток. И если на гнойной ране была корочка с труб, то после ее удаления и очистки раны с помощью пасты где-то на 3-5 сутки необходимо после удаления с трупа уже просушку проводить язвы. Целый световой день с периодической обработкой подсушенной раны антисептиком и края зеленкой. И подмазывать небольшим количеством пасты для предотвращения пересушки. Если нужна необходимость перебинтовать, например, под одежду, в постели, то всего на 2-3 оборота простым бинтом. Значит, далее все это так обрабатывать рану таким образом до полного заживления. Добрый день. Меня зовут Хисамбудинов Салават Игафарович. Я являюсь разработчиком биополимерной ранозаживляющей пасты, которая предназначена для проблемной кожи, тела, рук, ног и ступней. Вот на представленных мною видеоэксперименте наглядно виден результат положительной динамики заживления атрофической язвы непосредственно на ноге у больного. Сам больной находится в крайне тяжелом состоянии из-за профилирующих, сопутствующих у него сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность, а также перенесенный инсульт. И из-за этого у него образовывались наличие этих отеков на ногах. И из-за случайных повреждений, где ударится, то об дверь или когда об мебель, образовывались повреждения кожного покрова, образовывались в виде синяков. Синяк он потом переходящий в дальнейшем в рану и затем в язву атрофическую, рану труднозаживляющую. Лечение данной язвы различными медикаментозными средствами, из слов родственников, в течение 5 месяцев положительного результата не дало. Родственники больного обратились ко мне с просьбой выслать ранозаживляющую пасту для лечения им язвы. Взамен представили нам видеоэксперимент, видеоролики по лечению. Лечение было начато 6 июня 2023 года. И в течение 2 недель, это последние эти дни, все 2 недель, с помощью пасты рану, как вы видите на последнем видеоролике, полностью затянуло. Это данный результат, он как раз и представлен на последнем видеоэксперименте, что нам позволяет наряду с другими примерами сделать выводы о необходимой, скорейшем даже сказать, применении данной пасты в условиях боевых действий.
вот, для оказания бойцам первой медицинской помощи. При ранениях, куда входит и осколочное, пулевое, ожоги. Вот. А также и в дальнейшем его применение уже в стационарных условиях. И вот необходимо при первой медицинской помощи, вот данная паста, она должна быть у него в личной аптечке у бойца вместе с резиновым жгутом и бинтами. Вот. Паста, она представляется в виде баночки пластиковой в объеме 50 грамм. А вот непосредственно для гражданского населения данная паста, она должна будет реализовываться через аптечные сети при наличии свидетельства о государственной регистрации как аптечное уходовое средство, а также декларация о соответствии и протоколы испытаний. Все, благодарю вас за внимание. Добрый день. Меня зовут Валерий Васильевич. Я живу в Минской области. Недавно мне ампутировали ногу. Вторая нога у меня тоже проблемная. Там ампутирован мизинец, и рана не заживала более полугода. Мазал всем подряд, всякими левыми колями и так далее, ничего не помогало. Потом по случайности начал использовать пасту по Хисамуддинову. Начала постепенно заживать. Но я не о том. Я о том, что одна нога у меня больная, она одна есть, вторая в конце мая ампутирована. Я на коляске. Но при этом нос не вешаю, руки не опускаю. Сейчас вот вам видео пишу из-под магазина, куда я пару раз в неделю, жена меня возит, езжу на коляске, я на колясочник. Я деньги зарабатываю. Не пытаюсь, а зарабатываю. Не прошу, а именно зарабатываю. И физически не очень у меня дела, но морально все в порядке. Поэтому самое главное, хочу сказать вам, не вешайте нос и руки не опускайте. Жизнь-то продолжается, всякое может быть. Сначала тяжело, но потом понимаешь, бывает и хуже. Поэтому давайте, парни, все нормально будет. Бывают протезы и все остальное прочее. Моя фамилия Лапусев. Валерий Васильевич, 62-го года рождения. Вот так выглядит моя рана до применения пасты по Хисамуддинову. Сегодня 13 июля 23 года. Пасту еще не применял. Вот так выглядит рана. Слава богу, идет на поправку, меньше чешется и затягивает. Все хорошо. Спасибо вам. Добрый день, меня зовут Виктор, я из города Салават. Не могу не высказать слова благодарности Салавату Ягафаровичу
которого мне, ну, скажем так, послал сам Бог. Со мной произошла неприятная история, предысторию рассказывать не буду, но после неудачно проведенного вскрытия фурункула на левой ноге мне была занесена зараза, которая спровоцировала рожистое воспаление на левой ноге. Буквально за 2 дня нога распухла и стала похожа на недоспелый баклажан. Те рекомендации, которые прописал мне хирург, были, ну, выполнены. Это и капельницы, и антибиотики, в частности, кололи цефтриаксон. Но результатов к улучшению не было никаких. Постоянно мучили адские боли. Почти месяц жил, ну, на обезболивающих. И вот судьба свела меня с Салаватом Ягофаровичем, который заинтересовался моим недугом, ну, и дал мне целебную пасту, ранозаживляющую. Он объяснил мне, как ее наносить и с какой периодичностью. Сразу же после начала применения этой пасты отек с ноги начал спадать. Через кожный покров пораженного участка ноги начала обильно выделяться жидкость, ну, и стекала по ноге. Через 2 дня отек полностью сошел. Впервые за месяц я уже смог надеть на улицу ботинки. Но до этого не мог, потому что ходил в сланцах, потому что нога была распухшая. Далее, ну, бордовый цвет ноги тоже начал приобретать естественный цвет человеческого тела. А боль, ну, начала утихать. После того, что мне пришлось испытать, мне оставалось верить только в чудо. И чудо свершилось. Я очень благодарен Салавату Ягофаровичу за то, что не оставил мою проблему без внимания, за то, что предоставил мне эту чудодейственную пасту, за то, что постоянно интересовался моим здоровьем, ну и за то, что избавил меня от этого страшного недуга. Спасибо вам огромное и низкий вам поклон. К этому своему обращению прилагаю фотографии, где видно, как протекала болезнь до применения этой пасты и после. Она действительно целебная и чудодейственная. Спасибо вам огромное. Ну вот я как раз одну банку в перевязочную оставил, вот медсестры мажут. И вот они как бы тоже удивлены просто в том, что прям реально затягивает раны. Здравия желаю, Салават Ягофарович. Я айболит с башкирского добровольческого батальона имени Героя России Александра Достовалова. Хотелось бы лично вас поблагодарить за предоставленную, за такое новшество, солдатскую мазь ранозаживляющую. Действительно очень чудесная мазь, творит чудеса. Солдатам очень нравится, но и нам, естественно, как медикам тоже. Очень быстро заживляет раны. Дай Бог вам здоровья, новых успехов во всех начинаниях. Спасибо вам большое. Враг будет разбит, победа будет за нами. Ура! Салават Ягофарович, здравствуйте. Хочу выразить благодарность лично от себя. Спасибо вам за эту чудо-пасту. Очень много она поставила людей на ноги. 3-4 дня, и рана действительно стягивается. Вы от всей души и чистого сердца большое вам огромное спасибо. Я приехал в отпуск по ранению в госпитале, и вот эту пасту, я просто удивлен от нее, что она делает такие чудеса. Город Октябрьский, Башкортостан.
Спасибо, крепко вас обнял. Да. Дорогие друзья, с большой радостью хочу вам представить легендарную лису. Это местный ангел-хранителя, которого очень хорошо знают как в Макеевке, так и в Донецке. Не буду называть год, но работает она здесь очень-очень давно. И я представляю вам слово. Здравствуйте всем. Хочу сказать огромное спасибо за вашу помощь, за вашу доброту, за ваши добрые сердца. Особенную благодарность хочу выразить волонтерской группе «Оберег», также фонду «Дари добро», Валентине за пледы, Сергею Петровичу за лекарства, Салавату Ягафаровичу за ранозаживляющую пасту «Солдат», Лилии также за аджику и соленья. Я с вами пока мало знакома, поэтому извините, я читаю как бы по телефону, но я думаю, что мы теперь с вами будем сотрудничать, будем, скажем так, помогать нашим солдатам, нашим раненым. Самое главное, чтобы мы дошли до того момента, когда над нами, над всеми будет мирное небо. Спасибо. Хотелось бы поблагодарить за помощь Салавата Ягафаровича, город Нефтекамск. Салават Ягафарович, паста «Солдат» имеет очень хорошие результаты. Ребята довольны, мы довольны. Огромное вам спасибо за вашу поддержку, за вашу помощь. Дорогие друзья, земляки, хотелось бы поблагодарить волонтерскую группу «Оберег» из города Октябрьский в помощи в закупке и доставке по сложному маршруту необходимых медикаментов на фронт. А именно Константина Анатольевича, Лилию Джаудатовну, Викторию и разработчика мази «Солдат» Салавата Ягафаровича из города Нефтекамск. Все прибыло в сохранности. Часть убыла в работу. Победа будет за нами. Хочу сказать спасибо обереговцам, которые нам поставляют вот такие вот мази «Солдат», которые очень помогают на линии боевого соприкосновения при оказании первой помощи, при лечении ран, ожогов. Спасибо большое. Также им огромное спасибо за маск-сети, за маскировочные костюмы. Отдельная благодарность Чембету, который плетет для нас сети, поставляет нам. Спасибо вам всем большое. Спасибо за поддержку, за помощь, за материальную, за моральную. Победа будет за нами. Вместе мы сила, вместе мы победим. Здравствуйте! Благодарим группу «Оберег» города Октябрьского за оказанную нам помощь. Спасибо за пасту «Солдат», а также отдельная благодарность семье Галямовых за предоставленный мотоцикл. Враг будет разбит, победа будет за нами! Ура! 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 Меня особо заинтересовала вот такая паста «Мазь «Солдат». Что это такое, стало интересно, потому что мы там используем абсолютно все методы для заживления ран. Скорее всего, это из этой серии. Да, это из этой серии. Огромное спасибо Салавату Ягафаровичу. Вам большой-большой привет, который нам очень помогает, так как мы его теперь берем по себестоимости только, а она очень дорогая, сразу скажу, да. То есть, когда собираешь деньги, всегда думаешь, что-то подешевле, где-то получше взять. Она была разработана для Крайнего Севера 9 лет тому назад при химических ожогах и обморожениях. Но никто тогда не знал, что будет война, и она теперь будет помогать нашим ребятам вытаскивать осколки. У нас есть случаи, где было 16 осколков, из них 12 вышло за 3 суток. Причем готовили человека серьезно к операции. Это наши тамазинские ребята. Вот соседи, совсем-совсем рядом. Мы его успели, получили, и вам его передаем. Она в быту используется при ожогах, при всевозможных кожных заболеваниях. А здесь у нас при любых ранах, то есть основное ты уже сказала, это кровоостанавливающее, ранозаживляющее. У него плюс какой? Он состоит из биополимера, из бурого угля, то есть это народное вещество, да? И поэтому оно за счет этого делает тонкую-тонкую пленку и не бывает корочки. За счет этого она очень быстро заживляет. Поэтому вам вручаем. Это уникальная вещь, просто уникальная. Я так понимаю, составом мы изучим обязательно. Ну и у нас есть
что использовать для наших пациентов. Вот. Спасибо вам огромное. Дорогие ребята, наши земляки, воины-медики с позывными Айболит, Буздяк и другие, обращаюсь к вам с благодарностью за ваш нелегкий профессиональный труд в условиях боевых действий, спасая жизни наших бойцов, используя все возможности, включая и нашу ранозаживляющую пасту солдат. Поблагодарить также хочу и медицинскую группу волонтерского движения «Оберег» города Октябрьского в лице руководителей Бельбой Константина и Лилии за неоценимую помощь в поставке медицинских препаратов на передовую для наших солдат. Всем вам хочу пожелать мужества, силы, терпения, крепкого здоровья, удачи и успехов в вашем благородном деле, защите жизни и здоровья наших ребят на СВО. С большим уважением, офицер запаса, до 2019 года один из геологов Ямальского газопромыслового управления, Хисамудинов Салават Ягафарович, разработчик биополимерной равнозаживляющей пасты «Солдат».